Штаба Якутии по противодействию коронавирусу. Узнаем о текущей эпидобстановке в регионе на 1 августа. Ольга Валерьевна, здравствуйте. Какова сегодня эпидемиологическая ситуация в нашей республике? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. В Якутии за сутки выявлено 58 новых случаев коронавирусной инфекции. Из 58 новых случаев коронавирусной инфекции 43 выявлено в городе Якутске. Тенденция по Якутску, в принципе, продолжается. Из них 5 находятся в Сунтарском улусе. Выявленных случаев по 3 случая выявлено в Намском и Мирнинском районах, 2 в Нерюнгринском, по 1 в Ленском и Хангаласских районах. Я хочу обратить внимание на ситуации, которые складываются у нас в сельскохозяйственных районах. Они до сих пор продолжают уже складываться на определенном роде соединения, заболеваний вирусов, которые привозят приезжие, и, соответственно, острыми респираторными заболеваниями, которые появились у нас в районах в том числе. Хочу обратить внимание на необходимость в обязательном порядке усиления соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в Сунтарском улусе и на ситуацию в Алёкминском районе, где непосредственно на настоящий момент, к сожалению, вирус уходит в поселение из Алёкминска, и, соответственно, там достаточно важно принимать решения, направленные на то, чтобы вирус не получал свое распространение на другие поселения. Также особое внимание я бы, как всегда, хотела обратить внимание на Арктику, на Верхоянский улус. Мы говорили о том, что там вчера за прошедшие сутки было зарегистрировано большое количество у нас заболеваний. И, соответственно, еще раз главой Республики Саха-Якутия поставлена задача усилить там работу, в том числе по санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам и их соблюдения. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера глава республики подписал указ, по которому режим второго этапа продлен на территории республики, соответственно, у нас еще практически до середины августа. Чем это было вызвано? Он вчера объяснял, и я бы хотела еще раз обратить на это внимание. К сожалению, коэффициент распространения не позволяет нам по нормативам перейти на другой этап. Однако мы понимаем, что жизнь продолжается, и поэтому в режиме второго этапа приняли решение, и глава республики на основании предложений главного санитарного врача республики подписал ряд норм, которые, возможно, и своего рода послаблений, которые при правильном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм не должны нам дать повышение случаев коронавирусной инфекции. Это прежде всего такая ситуация, как открытие наших непосредственно общепита для общего пользования. При этом непосредственно определены следующие градации, которые в обязательном порядке должны соблюдаться. Открытие и работа допускается наших точек общепита только при 50% загрузке самого зала. Расстояние между столами для того, чтобы не допускать распространения инфекции, не менее 2 метров. И, соответственно, сегодня я говорю это для всех, общепит у нас закрыт для проведения коллективных мероприятий. Безусловно, мы надеемся, что именно соблюдение вот этих требований даст нам возможность непосредственно, при возвращении в нормальную жизнь не дать повышения заболевания как такового в целом, и, соответственно, даст определенные правила поведения и культуру, новые правила поведения, в том числе и в общепите как таковом. Кроме того, я хочу обратить внимание, что вчера было принято решение о возвращении работы наших учреждений торговли алкогольной продукцией в старый режим до 20:00. И еще я хочу сегодня акцентировать внимание, конечно же, все ждали открытия кинотеатров. И многие кинотеатры наши готовятся. Хорошо, что эта подготовка идет. К сожалению, санитарно-эпидемиологическая ситуация этого не позволяет, поэтому будем надеяться, что новинки кино мы сможем посмотреть в августе. Спасибо. Спасибо большое. Это был брифинг оперативного штаба Якутии по противодействию коронавирусу с информацией на 1 августа. Оставайтесь с нами.